Воспитание дофина. С первых лет жизни маленький Лев оказался в центре внимания поэтов и поклонников Ахматовой и Гумилева. Уже тогда его называли Левушка-Гумилевушка, Гумильвенок и дофин. Из статьи Владислава Ходосевича «Гумилев и Блок». Гумилев тотчас отослал его тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына. Гувернеров у Левы Гумилева никогда не было. Волшебное царско-сельское детство мальчика на леопардовой шкуре осталось в прошлом. Жили мы бедно, сами возделывали грядки. Я помогал бабушке, поливал и собирал навоз для удобрения, вспоминал Гумилев. У Коли Гумилева в детстве было много игрушек: рыцари, солдатики, сабли, мечи. В его комнате жили еж и морские свинки. Чтобы сыновья росли здоровыми, Степан Яковлевич купил имение Березки в Рязанской губернии. Митя и Коля Гумилева ездили верхом, катались на велосипедах, редкость для тех лет. У них была малокалиберная винтовка Монте-Кристо. Лева о собственном велосипеде и Монте-Кристо только мечтал. В руках, правда, держать ружье приходилось и даже стрелять, но не более того. Хотя в чем-то детские игры отца и сына были похожи. Я увлекаюсь индейцами, и у нас создалось племя из 4 человек, в котором я состою колдуном. Я вылечил вождя и тетю Шуру. Мы устраиваем индейскую войну солдатиками, которых делаем сами, писал Лева Ахматовой. Лева устроил свой музей естествознания. Ребята собирали для него камни, ракушки, листья насекомых, скелеты рыб. В маленьких городках у детей есть свои радости. Летом Лева целые дни проводил на реке, плавал за кувшинками, нырял с плотов за ракушками, загорал. Зимой катался с крутых горок на санках и ходил на лыжах, воображая себя путешественником, исследователем севера. Кроме бабушки, тети Шуры и редко освещавшей своим сиянием Тверское захолустье Ахматовой, Лева воспитывал еще один человек. С его именем мы уже встречались. Павел Николаевич Лукницкий до революции учился в Александровском кадетском корпусе. Тогда же успел побывать во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Греции. Его отец, военный инженер, будущий доктор наук, еще в царской армии дослужился до полковника. Полковник царской армии — это почти что статья Уголовного кодекса. Казалось бы, при советской власти Лукницких ждала незавидная судьба лишенцев. Но Николай Николаевич Лукницкий в СССР сделал карьеру, преподавательскую и военно-инженерную. А Павел Николаевич поступил на факультет общественных наук Ленинградского университета и, получив приличное гуманитарное образование, стал вести жизнь исключительно интересную, хотя и несколько странную. Он писал стихи, прозу, путевые очерки, а главное, уже в 20-е годы стал путешественником. Во второй половине 20-х и все 30-е годы он почти не пропускал экспедиционных сезонов. Сначала были Горный Крым и Кавказ, потом Туркмения и, конечно, Памир, где Лукницкий даже открыл горную вершину, Заполярье, Казахстан, Сибирь и вновь Памир. Многие из этих экспедиций наводят на размышления. На Памире Лукницкому приходилось бывать в пограничной зоне. Таджикистан тогда кишел басмачами. Попасть в экспедицию мог профессионал, допустим, геолог или врач, но Лукницкий был поэтом. Возможно, в научных экспедициях Павел Николаевич вел особую, скрытую для его товарищей работу. В конце 60-х Гумилев уже был уверен, что Лукницкий служил в органах. Его подозрение подкрепила этнограф Крюкова,
давний друг Льва Николаевича. Будто бы Лукницкий был следователем НКВД и допрашивал ее в 1925 году. На самом деле, в 1925 году Татьяна Крюкова жила в Праге, училась в Карловом университете. Арестуют ее только в 1928 году. И НКВД в 1925 еще не существовал, тогда было ОГПУ. Но подозрения все-таки не рассеиваются. Рассказ Крюковой сохранился в передаче Натальи Викторовны Симоновской-Гумилевой, жены Льва Николаевича. Она могла перепутать и название спецслужб, и даты, но вряд ли перепутала бы фамилии. В 1928-м Лукницкий вполне мог допрашивать Татьяну Александровну. Наконец, бывший генерал КГБ Олег Калугин прямо назвал Павла Лукницкого агентом ОГПУ и сослался на его донесение. Но все это откроется только много лет спустя. А тогда, в 20-е годы, Павел Николаевич стал другом, помощником, наставником Левы. Молодого Гумилева Лукницкий не мог не привлекать. Человек умный и отважный, поэт, путешественник, друг Ахматовой, уже в 20-е годы собиравший материалы о жизни Николая Гумилева. А Леве, окруженному исключительно женским обществом, не хватало мужчины-наставника. Лукницкому казалось, что Лева слишком робок, мягок, стеснителен, и Павел Николаевич пытался как-то помочь ему. Видимо, не без успеха. Когда Лева вырастет и станет Львом Николаевичем, ни один друг, знакомый или коллега не найдет в нем и следа детской нерешительности и робости. Лева дорожил мнением Лукницкого, присылал ему свои новые сочинения. Лукницкий, в свою очередь, показывал Леве Ленинград, водил в Эрмитаж, в театры, в кинематограф, на спортивные соревнования. Они катались на лодке и на велосипеде. Ахматова была благодарна Лукницкому. Она ведь часто не знала, что делать с повзрослевшим сыном, как с ним разговаривать. В июне 1926 года Анна Ивановна с Левой приехали в Ленинград. Остановились, как обычно, у Кузьминых-Караваевых, на Фурштадтской, 11. Пришли навестить Ахматову, которая жила тогда еще в квартире Шелейко в служебном корпусе Мраморного дворца. Ахматова очень обрадовалась дорогим гостям, но уже 5 минут спустя Лева ушел с Лукницким в музей. Конечно, Анна Андреевна любила Леву, но не умела помочь ему в жизни, поэтому она впадала то в одну, то в другую крайность. Иногда испытывала необъяснимый панический страх за него. Как-то Лева попросил у нее разрешения, он всегда просил разрешения у мамы или у бабушки, покататься с Лукницким на лодке. Из записей Павла Лукницкого 17 июля 1926 года. А.А. дико восстала. Каждый день столько тонет. Вы сумасшедший. С другой стороны, она сыну не потворствовала и приучала к мысли, надо рассчитывать только на себя. В ноябре 1934 года, когда молодой Лев несколько лет как жил в Ленинграде, Ахматова оставила сыну записку «Uno salus nullam sperare salutam. А. Ad usum Delphini». Единственное спасение — не надеяться ни на какое спасение. А. Дофину для пользования. Мы не знаем, чем была вызвана записка, жалобами ли Льва на трудности в университете или чем-то еще, но не в этом главное. Ахматова принципиально не баловала сына. Была еще одна болезненная история, разделившая Леву и Ахматову. Стихи. Ими был переполнен дом Гумилевых в Царском Селе. Лева услышал их, наверное, раньше колыбельной песни. Как и отец, Лева начал сочинять очень рано и, конечно, отцу подражал. Ахматовой не нравилось увлечение сына экзотикой. Пусть пишет не о пиратах,
ни о древних греках, ни о норманнах. Ахматова хотела, чтобы сын увидел поэзию в окружающем мире, в русской природе. Ей ведь и поэзия Николая Гумилева не нравилась по той же причине. Ахматова не увидела в стихах младшего Гумилева большого поэтического дара, а судьбы посредственного поэта она ему, конечно, не желала. Ахматова поставила диагноз верно, а для лечения, очевидно, выбрала радикальное средство. Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому, получено 5 января 1926 года. Мне, как начинающему, особенно было интересно узнать, какого мнения о них мама, но из ее слов я понял, что из меня ничего хорошего не выйдет. Видя, что в поэты я не гожусь, я решил со стихами подождать. Я сам понимаю, что я должен писать или хорошо, или ничего. В начале 60-х, когда к Ахматовой, давно признанному живому классику, обращались многочисленные графоманы, она щадила их самолюбие. Анатолий Найман в рассказах об Анне Ахматовой. Она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. В ваших стихах есть чувство природы. Белые стихи писать труднее, чем в рифму. Это очень ваше. В ваших стихах слова стоят на своих местах. Но это были чужие люди, а Лёва-то свой, и она думала о его будущей судьбе. 3 школы и университет в Березовой аллее. 20-е годы XX века — смутное время для отечественного школьного образования. Разрушали старую дореволюционную систему, насаждали смелые эксперименты, вроде комплексного обучения или бригадного. Но, вопреки разгулу опасных стихий педагогического свободомыслия, детей все-таки учили географии, арифметике и родному языку. Лёва учился в 3 школах Бежецка. Сначала во 2-й советской. Она занимала половину двухэтажного краснокирпичного здания бывшей женской гимназии. В другой половине разместили педагогическое училище. После реорганизации Бежецкого реального училища во 2-й советской оказалось много бывших реалистов, известных в городе буйными нравами. В школе, по воспоминаниям одноклассницы Лёвы Дины Флейшман, стало очень страшно. Ей запомнились буйствующие мальчишки, от которых она даже пряталась за печку. Можно себе представить, как относились малолетние соловьи-разбойники к домашнему мальчику, который девочек называл на «вы». Кроме того, на нем уже было клеймо сына расстрелянного контрреволюционера. В школе положение было сложным, ибо началось гонение на людей с происхождением. Но это еще не травля, а просто неодобрение, писал Гумилев. Вскоре, однако, травля началась. Плохо было очень в школе. Просто убивали меня, вспоминал Гумилев. Лев Николаевич даже назвал имя обидчика, от которого ему больше всего доставалось — Колька Москвин. К несчастью для юного Левы, учитель Кирсанов встал на сторону обидчика, так что Гумилеву не приходилось уповать и на помощь взрослых. Эти события, скорее всего, относятся к учебе в 6 классе, потому что именно в это время тетя Шура перевела племянника в железнодорожную школу, где сама работала. Однако и там отношения с одноклассниками у Левы не сложились. Держался Лева особняком. Мы все были пионеры-комсомольцы, он никуда не вступал. На переменах, когда все играли, стоял в стороне. Через 2-3 месяца тетка перевела его в другую школу, вспоминал бывший одноклассник Гумилева Тарасов. С 1926 по 1929 Лева учился в 1-й советской школе. Дети стали старше и умнее. Теперь одноклассники могли оценить редкие способности Левы Гумилева, его начитанность, прекрасную память и литературный талант. Для школьной газеты «Прогресс» Гумилев писал фантастические и приключенческие рассказы «Ужас лунной ночи», «Тайна морской глубины».
За последний Гумилев даже получил денежную премию ШУСа, школьного ученического совета. Кроме того, Лёва был прилежным читателем Бежецкой библиотеки. Несомненно, эта библиотека была одним из самых любимых его мест в Бежецке. Много позже он напишет в эссе «Биография научной теории» или «Автонекролог». К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн-Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль. Лев Гумилев в библиотеке даже выступал с докладами о современной русской литературе и руководил литературной секцией в клубе друзей книги. Известны даты и темы его последнего доклада. Присутствовали 6 человек. Из протокола собрания клуба друзей книги от 21 июля 1929 года. Повестка дня. Первое. Литературное течение XX века. Доклад товарища Л. Гумилева. Льву тогда задали один вопрос. Какой группировке принадлежит поэзия Мандельштама? У молодого Гумилева были и замыслы романов «Атлантида», «Подземное царство», «Новый астероид». Он не успел их написать, не хватило времени. Если стихи Гумилев будет писать еще очень долго, то к прозе вернется только в 1941 году в Норильском лагере. В это время у Гумилева появился еще один наставник, преподаватель литературы и обществоведения Переслегин. Переслегин и Сверчкова тогда дружили, так что пути Левы и Александра Михайловича пересеклись неизбежно. Переслегин преподавал и в железнодорожной, и во второй советской. С Левой он занимался и вне уроков. Подобно древним перипатетикам, Переслегин и молодой Гумилев беседовали о философии и литературе во время прогулок. В Березовой аллее Александр Михайлович читал лекции своему ученику. Переслегин был человеком не только широко образованным, но и увлеченным. Тарасов, простой советский парень, будущий шофер, вспоминал Переслегина с уважением. «Всем в своей жизни я обязан Александру Михайловичу Переслегину. Он зажег во мне искру Божию». Александр Михайлович был европейски образованным человеком. Им мог бы гордиться любой университет, говорил Лев Гумилев, к тому времени уже защитивший 2 докторские диссертации. У Льва Гумилева были известные учителя, член-корреспондент Академии наук Якубовский, профессора Кюнер и Артамонов, но рядом с ними надо поместить имя скромного учителя Бежецкой школы, ведь он оказал на Гумилева влияние в самые важные, драгоценные для учебы годы. Лекции в Березовой аллее Гумилев еще не раз вспомнит. Этих незабываемых бесед мне хватило не только на сдачу экзаменов по философии в университете и в аспирантуре, но и на всю оставшуюся жизнь. Гумилев сохранил о Переслегине добрую память. В 60-е Лев Николаевич будет посылать ему в Бежецк оттиски своих статей. Их переписка продлится до самой смерти Александра Михайловича в 1972 году. Случай необычайный для Льва Николаевича, ведь он нередко забывал о старых друзьях и помощниках. Вкус к литературным занятиям Гумилев унаследовал от родителей. Первые знания о философии принес ему Переслегин. Интерес к исторической науке был у Гумилева природным. «Это от Бога», — не раз говорил Лев Николаевич. Любовь к истории заметна даже в самых ранних стихотворениях Льва Гумилева. Впрочем, слово «любовь» здесь не совсем на месте. История — это воздух, которым он дышит. Это способ мировосприятия. Даже в стихах о речке Мологе у Гумилева появляются хазары, татары, монголы, древние финны.
здесь лося бил из лука фин, не сеял здесь ржаное семя лесов дремучих властелин. Бывало, из варяг в хазары к далеким чуждым городам купцы везли свои товары по разливным твоим водам. Гумилев писал о битве при Йорке и битве при Гастингсе, а еще раньше, в 1924 году, 11-летний Лёва пытался написать нечто вроде драмы в стихах из рыцарских времен в Британии. В это время одноклассники Лёвы не то что средневековой Британию, но и современной Британией вряд ли интересовались. Им просто неоткуда было узнать о Харальде Саксонском и Вильгельме Завоевателе, о Карле Мудром и Дюгеклине. Историю в школе не преподавали, ее заменяло обществоведение. Историю Лёва учил самостоятельно, по гимназическим учебникам. Они были подробными, а вся прелесть истории не в схемах, а в исторических фактах. Сумасбродство Карла Безумного и ярость Фридриха Барбароссы, мудрость Филиппа Августа, мнимые или подлинные преступления тамплиеров. Что может быть интереснее? С первых школьных лет Лёве совершенно не давалась математика. Чрезвычайно любопытны его письма к Ахматовой. Они оригинальны, образны, художественны. Только арифметика мой враг, и с ним сражаюсь. Бывают мелкие стычки и большие бои. Сегодня я выиграл бой, но проиграл несколько стычек. Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому от 20 декабря 1926 года. Дела мои по школе вовсе не блестящие. У меня 2 незачета по геометрии и по физике. Признаюсь, поленился и жестоко наказан. В начальной школе с Левой занимались тетя Шура и бабушка, но в старших классах они уже не могли ему помочь. Ахматова как-то даже отправила 15 рублей, чтобы Лева мог взять хоть несколько частных уроков математики. Практичная тетя Шура советовала Леве после школы поступать в Бежецкий педагогический техникум, но Ахматова об этом и слышать не хотела, только университет или педагогический институт. Гумилев еще не раз вспомнит город своего детства добрым и недобрым словом. А тогда, осенью 1929-го, он уезжал к матери в Ленинград с легким сердцем и большими надеждами. Фонтанный дом. Образ фонтанного дома в мемуарах неизменно двоится. Шереметьевский дворец, Сиятельный дом, дом поэта и просто ленинградский адрес, Фонтанка, 34, квартира 44. Скромное жилище в миру Анны Андреевны Ахматовой. Здесь, в южном флигеле дворца, в служебной квартире своего гражданского мужа, искусствоведа и сотрудника Русского музея Николая Николаевича Пунина, она прожила много лет. Пройдя через кружевные чугунные ворота и вестибюль дворца, посетитель попадал во внутренний двор, где росли старые, еще шереметьевские липы, будто из ее стихов или пушкинских. И вдруг обшарпанный флигель. Я поднялась по черной, трудной, не нашего века лестнице, где каждая ступенька за 3, ободранности передней, где обои висели клочьями, я как-то совсем не ждала. Кухня, на веревках белье, шлепающее мокрым по лицу. Коридорчик после кухни и дверь налево, к ней, вспоминала Лидия Чуковская. Тот же контраст впечатлений остался в памяти Руфи Зерновой. Фонтанный дом. Это получалось вроде бахчисарайского фонтана, загадочно, красиво, с нежным поворотом полугласных «н». Но дворец показался ей огромным грязным домом с огромным темным двором. Лев Гумилев приехал в Ленинград в начале сентября или в конце августа 1929 года. Ему еще не исполнилось и 17 лет.
Вероятнее всего, ни Ахматову, ни Пунина он не застал дома. Николай Николаевич провел сентябрь 1929-го на Черном море, в Хосте. Анна Андреевна лечила астму в Крыму, в Гаспре. Впрочем, она могла и встретить Леву, провести с ним несколько дней, а затем уехать. Свидетельств не осталось, можно только предполагать. Первый месяц своей ленинградской жизни Лев провел в обществе 8-летней Ирины Пуниной и ее матери, первой жены Пунина, Анны Евгеньевны Аренс. Эмоциональный и еще совсем юный Лев, сменивший провинциальный Бежецк на Ленинград, видимо, был счастлив. 19 сентября 1929 года Пунин из Хоста пишет Ахматовой: «Вчера была от Левы и Иры открытка. Лева чего-то ликует, вероятно, от того, что его никто не шугает». Не знаю, для чего Пунину было шугать Леву, который, вероятно, просто опьянел от осеннего ленинградского воздуха. Как не опьянеть? Ведь бедный провинциал Лева жил теперь в самом центре Ленинграда, с его музеями, библиотеками, театрами, с его институтами, наконец. Для Левы это был город его отца, а сам Николай Степанович Гумилев, мир повидавший, некогда уверял: Петербург — лучшее место земного шара. «В городе я чувствую себя как в сказке», — писал Лев. Ленинград навсегда останется для Льва Гумилева любимым, родным городом. Даже ленинградские тюрьмы он будет предпочитать всем прочим тюрьмам и лагерям Советского Союза. «Лучшего места на земле нет», — напишет он Сергею Лаврову четверть века спустя. Ленинграду будет посвящать свои стихи. Когда мерещится чугунная ограда и пробегающих трамваев огоньки, и запах листьев из ночного сада, и темный блеск встревоженной реки, и теплое осеннее ненастье на мостовой средь искристых камней, мне кажется, что нет иного счастья, чем помнить город юности моей. Мне кажется, нет, я уверен в этом, что тщетны грани верст и грани лет, что улица, увенчанная светом, рождает мой давнишний силуэт, что тень моя видна на серых зданиях, мой след блестит на искристых камнях. Как город жив в моих воспоминаниях, как тень моя жива в его тенях. Правда, эти стихи он сочинит в Норильске. Для нищего и бесправного зэка прекрасный и величественный град Петров был воспоминанием о прошлом, в сравнении с лагерной жизнью относительно благополучным. Между тем, 1929 год был для Ленинграда тяжелым и мрачным. Веселые времена НЭПа прошли, вновь ввели карточки на продукты, появились забытые со времен военного коммунизма хвосты очередей. Гумилев не мог оценить нищету и убожество тех лет, но практически одновременно с ним в Ленинград приехал Игорь Дьяконов, будущий знаменитый востоковед. Игорь был всего 2 годами моложе Льва, но прибыл он не из бедной Тверской провинции, а из Норвегии, где прожил несколько лет, учился в норвежской школе, не раз бывал и в соседней Швеции. Неудивительно, что его первые ленинградские впечатления отличались от гумилевских. Город стоял обнаженный, некрашенный и мрачный. Привыкшего к европейскому уюту молодого человека угнетали убогие пригороды, красные трамвайчики, низкий и захолустный финляндский вокзал. В то время как раз закрывались последние частные лавки, исчезали или превращались в артели сапожные, портняжные, часовые мастерские. На полках кооперативов было пустовато, а то и совсем пусто, и часто на требование дать товар с полки или с витрины следовал лаконичный и мрачный ответ — бутафория. Брат Игоря Михаил встретил вернувшихся из Скандинавии родителей и брата словами: «В Ленинграде голод».
Голод в Ленинграде рубежа 20-30-х – преувеличение. Вероятнее, речь шла о постоянном недоедании и вообще о скудости жизни. Свидетельств тому множество. Почитайте хотя бы переписку Лидии Корнеевны Чуковской с отцом Корнеем Ивановичем. Семейство Чуковских стояло на ногах намного крепче, чем юный Гумилев, но даже Чуковским постоянно не хватало средств на рубашки и носки, вечной головной болью были дрова. В огромном, почти столичном городе на протяжении нескольких лет не хватало ни товаров, ни денег. У Марины нет ни копейки. Коля ходит с чеком в 400 рублей в кармане, по которому банк не платит. У меня сейчас ровно 10 копеек. Цезарю не заплатили в институте жалования. Дело не в том, что у твоих детей мало денег, а в том, что в городе нету денег. Их невозможно достать. Денег нет ни у кого, все в таком же положении, как и мы. Десятки тысяч людей бежали из деревни, где уже раскулачивали, в города. Началась новая волна уплотнений, росло население коммуналок. Такой коммуналкой была и квартира Пунина. В одной комнате жила Ахматова, в другой — Анна Евгеньевна с дочерью Ириной. У Николая Николаевича был кабинет. Наконец, еще одну комнату до войны занимала рабочая семья Смирновых. Место Леве нашлось только в коридоре на деревянном сундуке. Своя комната появится у него лишь после войны. 23 сентября 1929 Анна Евгеньевна напишет Пунину: «Лева смешит своей детскостью и пугает ленью и безалаберностью. Учу и дисциплинирую, как умею». Вернувшийся с Кавказа Пунин вскоре положит этой вольной жизни конец и устроит Леву в 67-ю единую трудовую школу, где директором был Александр Николаевич Пунин, брат Николая Николаевича. Ее предшественница — классическая 10-я гимназия, открытая на первой роте, к 1929 году уже первой красноармейской, в начале XX века. Сейчас это 272-я гимназия Адмиралтейского района. Так, не без помощи Пунина, Лев еще раз закончит 9 класс, уже в Ленинградской школе, и подготовится к институту. Пунин. Биографы Льва Гумилева относятся к Пунину с неизменной враждебностью. Пунина изображают скаредным и бесчувственным человеком, который унижал Анну Андреевну, а Леву попрекал куском. «Что же ты хочешь, Аня, мне не прокормить весь город?» Он не стеснялся сказать за столом при Анне Андреевне и Леве: «Масло только для Иры». Биограф и друг Льва Николаевича Сергей Лавров даже поставил в вину Пунину донос на Николая Гумилева, заметку в газете «Искусство коммуны». В этой несчастной заметке Пунин, тогда заместитель Луначарского, народного комиссара просвещения, встречу с Гумилевым в советских кругах отнес к проявлениям неусыпной реакции, которая то там, то здесь, да и подымет свою битую голову. Неосведомленный читатель только подивится, как же это могла Ахматова столько лет жить с таким чудовищем. Эпиграфом к пунинской главе Лавров избрал слова из дневника Николая Николаевича: «Если бы я не был так ничтожен, но я труслив, слаб и изворотлив». Образ создан. Но стоит вспомнить, где и когда появилась эта запись, как меняется все. 15 октября 1941. Блокадный Ленинград. Немолодой мужчина в осажденном голодном городе размышляет о жизни, о наступающей старости. Я встречаю ее в фантастическом пространстве войны. Я один в мире, и вместе с тем как будто не один. Рядом она, суровый сторож моей жизни. Перед ее непреклонностью я чувствую себя лживым мальчишкой и помню и вижу, как нечисто живу. Трагическая фигура этого незаурядного человека стоит внимания читателя.
Как известно, Ахматова и Пунин познакомились еще в 1913 году в редакции журнала «Аполлон». Ахматова окончательно переехала к Пунину в 1925 году. Разошлись они в 1938, но и позднее продолжали жить под одной крышей, пусть и вынужденно. Ахматову всегда окружали талантливые мужчины, от Николая Гумилева, Амедео Модильяни и Владимира Шилейко до Исаи Берлина, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского. Но даже на их фоне Пунин не теряется. Биографы Ахматовой к Пунину гораздо снисходительнее. Современники ставили его очень высоко. Умный, желчный, блестящий человек, напишет о нем Надежда Яковлевна Мандельштам. Психологический портрет Пунина в историко-литературном контексте оставил искусствовед Всеволод Петров. Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева. Это сходство замечали окружающие. Ахматова рассказывала, что когда еще в 20-х годах она приехала в Москву с Пуниным, и они появились вместе в каком-то литературном доме, поэт Николай Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход — Ахматова и с ней молодой Тютчев. С годами это сходство становилось все более очевидным. Большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка отвислые щеки, очки. Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью, за ним угадывалось какое-то духовное родство. Оба, великий поэт и замечательный критик, были романтиками. Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть в какой-то степени политическими мыслителями. Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным, напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо. Студенты же боготворили своего профессора. Культ Пунина был частью под культом искусства, ну, скажем, наподобие почитания Моисея в иудаизме, пишет Борис Бернштейн. В наших глазах Пунин был пророком, посвященным, жрецом искусства, не по должности, не по многознанию, а по дарованному ему откровению и благодати. Он был там, в сакральном пространстве, куда нам, смотри, не смотри, учи, не учи, читай, не читай, входа нет. Хорошо уже то, что мы можем слышать его речи оттуда. Мы слушали эти речи, где бы он их ни произносил, кому бы ни предназначался курс, была ли это лекция, семинар или что-то другое, внеакадемическое. Мы бежали на звук пунинского голоса. «Он удивительно понимает стихи», — говорила Ахматова. «Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины». Вероятно, Пунин лучше других понимал Ахматову, потому их союз и оказался так долг. Но для молодого льва Пунин остался холодным и неприятным человеком. «Морду надо бы набить прохвосту», — писал Лев Николаевич много лет спустя, когда Пунина уже не было в живых. Гумилев будет проклинать Пунина до конца своих дней. В дневниках Пунина имя Лёвы встречается нечасто. Пунин пишет о нем немного и довольно сдержанно. Лёва Гумилев поехал на фронт. Приехал с фронта Лёва Гумилев. И так почти все записи о Льве. Поразительная для нервного и впечатлительного Пунина невозмутимость. И это тот самый Пунин, что будет долго и горестно оплакивать безвременную кончину кошки Андромеды. Отношение усугубляла и скупость Пунина, известная нам не только по запискам Лидии Чуковской, интервью Льва Гумилева и мемуарам Эммы Герштейн, но и вот по этому документу. 6 сентября 1921 года Пунина, тогда комиссара Русского музея, освободили из-под стражи. Казалось бы, вырваться из застенков ЧК, где только что погиб Николай Гумилев, уже само по себе величайшее счастье. Но счастье Пунина было омрачено одним обстоятельством.
о котором он поведал в своем заявлении к члену Петросовета товарищу Богданову. При освобождении 6 сентября мне не были возвращены подтяжки, так как их не могли разыскать. Вами было дано обещание разыскать их к пятнице 9-го. Если они разыскались, прошу выдать. На подтяжках имеется надпись «Пунин, камера 32». Случай достойный пера Зощенко. И вот этот человек еще до приезда Левы содержал дочку и 2 жен. С осени 1929-го на попечении Пунина оказался взрослеющий юноша, совершенно ему чуждый. Как же он мог относиться к Леве, который, даже переселившись к своему другу Акселю Бекману, продолжал столоваться у Пунина? Эти обеды назывались «кормление зверей». На обед приходили и гости: Павел Лукницкий или приехавшая в Ленинград Эмма Герштейн. Прогнать их было нельзя, но денег на широкое застолье не хватало, а потому Николай Николаевич угрожающе рычал. Ему казалось, что Лукницкий и Лева брали с блюда слишком большие куски жаркого. Павлик! Лева! Неожиданное для профессора изящных искусств сочетание рачительности с природной экспансивностью не раз становилось поводом для шуток. Николай Харджиев прозвал Пунина сумасшедшим завхозом. К 1937 году, когда Ахматова лишилась своей персональной пенсии, которую прежде получала за заслуги перед русской литературой, отношения стали еще хуже. Атмосфера в фонтанном доме была перенасыщена электричеством. Николай Николаевич сидел в красном халате и раскладывал пасьянс. Анна Евгеньевна подавала реплики, как ножом отрежет, по словам Герштейн, от которых, вероятно, вздрагивали даже гости. «А за такие слова вам дадут 10 лет», — раздался мрачный голос Анны Евгеньевны с другого конца стола. Часть 2. Первый бастион. Первый ленинградский год жизни Гумилева освещен источниками хуже всего. Лев оказался на содержании матери и Пунина, но по мере сил пытался отработать свой хлеб, колол дрова, носил их вязанками из сарая в квартиру, топил печь, ходил за продуктами. Лева учился в школе. Пунин иногда помогал ему готовить уроки. Жили очень бедно. В декабре 1929-го Павел Лукницкий записал в дневнике: «А.А. живет по-прежнему тихо и печально. Холод в квартире, беспросветность и уныние. Встречи Нового года не будет. Нет ни денег, ни настроения». Начало лета отмечено важным событием. Гумилев оканчивает школу и подает документы на немецкое отделение педагогического института. Гумилев — германист. Какой странный мираж. Позднее у Гумилева не будет особого интереса к Германии. Но тогда он готовился заранее. Полгода учил немецкий язык на специальных курсах, хотя смысла в этом не было. До середины 30-х поступать в вуз было легко и приятно. Вступительные экзамены давно отменили, за учебу платы не брали. Абитуриент должен был принести в институт или университет только свою автобиографию, фотокарточку и на месте заполнить анкету. Но именно анкета и становилась барьером, фильтром, который не должен был подпускать к высшему образованию детей лишенцев и контрреволюционеров. С удовольствием принимали в институты крестьянских, не кулацких детей, детей рабочих и детей научных работников. Их приравняли к рабочим. Путь в институт открывала именно хорошая анкета, точнее, хорошее социальное происхождение. А происхождение у Гумилева было чудовищным. Не внебрачный сын Николая Романова, конечно. Несколько лет назад в газете «Московский комсомолец» появилась и такая забавная версия. Но все-таки сын контрреволюционера с довольно громкой фамилией.
В институтах и университете происхождение проверяла так называемая секретная часть, которая могла послать запрос в ГПУ, уточнить происхождение, род занятий, выяснить, нет ли на абитуриента компрометирующих материалов. В педагогическом у Льва даже не приняли документы. В июне 1929-го Ахматова с Ирой Пуниной уехали на дачу Валерии Срезневской, а Гумилев вернулся в Бежецк к бабушке. Пунин, если верить воспоминаниям Гумилева, даже требовал, чтобы Лев уехал в Бежецк. Но из этих воспоминаний, надиктованных Гумилевым на магнитофонную пленку в сентябре 1986 года, неясно, заставлял ли он Гумилева вернуться в Бежецк летом 1930-го, после неудачной попытки поступить в институт, или же осенью 1930-го. О чем он думал тогда, о чем мечтал, предположить несложно. Высшее образование, доступное малограмотному рабфаковцу, превратилось для Гумилева в труднодостижимую вершину, в крепость, которую не удалось взять приступом. Но уже осенью 1930-го он приступит к ее планомерной осаде. Как солдат штрафного батальона искупает вину кровью, так сын буржуя или аристократа должен был перевариться в рабочем котле, получить рабочий стаж, стать настоящим пролетарием. И Гумилев стал рабочим. В любой сколько-нибудь подробной биографии Гумилева читатель прочтет, что первым рабочим местом его была служба пути и тока, где 18-летний Лев трудился разнорабочим. 30 лет спустя, заполняя в Государственном Эрмитаже личный листок по учету кадров, Гумилев написал, что работал в службе пути и тока с 1 октября по 1 декабря 1930 года. Составители сборника воспоминаний о Гумилеве, живя в чужих словах чужого дня, Козырева и Воронович датируют работу Гумилева в службе пути и тока ноябрем-декабрем 1930-го. А что было прежде? В фондах музея Ахматовой хранится интереснейший документ. Это письмо Сергея Александровича Кузьмина-Караваева, внучатого племянника Анны Ивановны Гумилевой. Оно датировано 8 августа 1975 года, отправлено не на домашний адрес, которого Кузьмин-Караваев не знал, а на адрес Ленинградского университета. Адресовано, в кавычках, профессору истории гуннов Льву Николаевичу Гумилеву. В этом письме Кузьмин-Караваев, которому шел в то время 91 год, просит пристроить в археологический институт или хотя бы взять на археологические работы своего пасынка от 3-го брака. Прежде Кузьмин-Караваев не слишком интересовался судьбой Гумилева, а потому попытался оправдаться и даже напомнил Льву Николаевичу о своей давней услуге, цитирую, сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию. «Вас, вероятно, чрезвычайно удивит письмо, ведь я никогда не писал, но это не означает, что я не помнил, что у меня есть племянник Лева, которого по окончании школы в Бежецке в 1930 году я взял на завод имени Свердлова в Ленинграде, где я в то время руководил отделом реконструкции. Но чертежные работы тебя не устраивали, и ты ушел с завода». Завод имени Свердлова находился на Васильевском острове. Там выпускали и ремонтировали металлообрабатывающие станки, прессы, паровые машины. Сейчас этого завода уже нет. Несколько лет назад он обанкротился, предприятие закрыли, а хорошо известный бренд станкостроительный завод «Свердлов» выкупил Кировский станкомаш. А тогда, на рубеже 20-х и 30-х годов, на этом уже старом, основанном еще в 60-е годы XIX века заводе, как раз проводили модернизацию, и Гумилев должен был внести и свой вклад в советскую индустриализацию. Сразу после школы Гумилев поступить на завод не мог. Весной 1930-го у него были другие планы. Значит, остается сентябрь
1930-го. Но, должно быть, занятие, которое Кузьмин-Караваев нашел для своего племянника, было для молодого льва чуждо, скучно и непереносимо, раз он предпочел работе в отапливаемом цеху труд чернорабочего на окраине города. Но вот только на какой окраине? Сергей Лавров и Ольга Новикова, не только биографы Гумилева, но и его друзья, со слов самого Льва Николаевича утверждали, что работал Гумилев в Парголове. Более того, Ольга Новикова рассказывала мне, что сам Лев Николаевич в последние годы жизни прощался с городом и показывал ей места, где жил или работал, в том числе и Парголово. Новикова восстановила приблизительный путь Гумилева до рабочего места. Он садился на трамвай номер 20, который шел от площади Лассаля, нынешней площади искусств, до конечной станции Озерки. Отсюда до работы Гумилева оставалось идти еще 2 километра. Его рабочее место находилось дальше, в поселке Парголово-1, где начиналось строительство нового трамвайного кольца. Здесь, в деревянной будке, переделанной из старого трамвайного вагона, и размещалось отделение службы пути и тока, где Гумилев трудился чернорабочим. Но вот в беседе с ленинградским публицистом Львом Варустиным, опубликованной журналом «Аврора» еще при жизни Льва Николаевича в ноябре 1990 года, назван другой номер трамвая, 19-й, и совсем другой район, Полюстрово. В пользу этой версии говорят и некоторые живые подробности, детали быта, о которых рассказал Варустину Гумилев. Во-первых, наводит на размышления сама будка, переделанная из трамвайного вагона. В 1930 году трамвайная линия не дотягивала до Парголова-1, трамвайное кольцо там откроют только в 1934. Во-вторых, Гумилев рассказал Варустину, что в будке отдыхали приехавшие на трамвайное кольцо вагоновожатые и кондукторы. Но в Парголове им нечего было делать, кольцо 20-го трамвая находилось южнее. Отдых труженика пути и тока краток. Посидел, попил чаю и снова в трамвай. Тут каждая минута дорога. Какой же нормальный человек пойдет с настоящего трамвайного кольца на далекую недостроенную станцию? А вот кольцо 19-го трамвая на Кондратьевском проспекте для отдыха кондукторов и вагоновожатых как раз подходило. Путь с Фонтанки до Кондратьевского проспекта намного короче, чем до Парголова-1, но все-таки и он очень долг. Общество чернорабочих и кондукторов вряд ли было интересно книжному мальчику. Правда, Гумилев там получал небольшую зарплату и хлебную карточку, но вставать ранним утром и отправляться на северо-восточную окраину города, на далекое трамвайное кольцо, было мучительно. Поздняя осень и начало зимы в России — самое темное время. Ленинград в те годы был освещен слабо, так что большую часть пути Леве приходилось проделывать в темноте. Наконец, у Льва совершенно не было опыта физической работы. Словом, никаких оснований задерживаться в службе пути и тока у Гумилева не было, а потому он уже в декабре 1930-го меняет ее на курсы коллекторов при Центральном научно-исследовательском геолого-разведочном институте ЦНИГРИ. Хамар-Дабан. Выбор Гумилева представляется почти столь же случайным, как и работа в трамвайном депо. Ни интереса, ни способности к естественным наукам у Гумилева вроде бы не было. На курсах коллекторов он, по-видимому, не проявлял рвения к учебе. Летом 1931-го Лев со смехом признается своей новой подруге Анне Дашковой. Читал охотно Апулея, а геолого-разведочного дела не читал. Эту фразу он будет повторять и позднее, вплоть до рассказов о своей лагерной работе на Таймыре. Но профессия коллектора оказалась для Гумилева спасением. В годы первых пятилеток власть не скупилась на средства для геологических экспедиций, ведь новые советские заводы нуждались в отечественном сырье. Экспедиции формировались одна за другой, спрос превышал предложение,
а потому их руководители не обращали внимания на соцпроисхождение работников, были бы молоды, здоровы, выносливы, грамотны. Среди коллег Гумилева по курсам коллекторов и участников будущих экспедиций встречалось немало таких же, как он, бесправных лишенцев. С ними было, вероятно, легче сработаться, чем с настоящими пролетариями в трамвайном депо. Гумилев вспоминал впоследствии, что ни в одной из своих ранних, до университета, экспедиций не чувствовал себя изгоем, к нему относились не хуже, чем к другим. Экспедиции дали нищему Гумилеву возможность посмотреть мир, своими глазами увидеть тайгу и степи, побывать в Сибири и в Крыму. На время экспедиции Лев мог вырваться из тягостной для него атмосферы фонтанного дома. Наконец, в экспедиции можно было заработать немного денег, а еще там неплохо кормили, и Лев отъедался после полуголодной зимы. 11 июня 1931 года Гумилев отправился в свою первую экспедицию – Прибайкальскую геолого-разведочную. На московском вокзале его провожала Ахматова, передала ему пакет с продуктами. Поезда тогда ходили медленно, путь от Ленинграда до Иркутска занимал неделю. Душный плацкартный вагон был так переполнен, что напоминал общий. В Иркутске предстояла пересадка. До станции Слюдянка, что на южном берегу Байкала, добирались уже в красном товарном вагоне, наспех приспособленном под пассажирский. Слюдянка, рабочий поселок на берегу Байкала, стала базой экспедиции. Работать же пришлось в горах Хамар-Дабана. Хамар-Дабан — древняя горная страна, что отделяет Сибирь от степей Центральной Азии. Климат в этих горах влажный и холодный, особенно на северных склонах. Даже в самые засушливые годы, когда восток Великой Степи превращался в пустыню, Хамар-Дабан служил надежной границей, не пускавшей пески и суховеи на север. В древности и в средние века на склонах Хамар-Дабана спасались от засухи кочевые тюркские и монгольские племена. Зимой безлесные вершины гор, гольцы, покрывались снежными шапками. Русла таежных рек иногда промерзали насквозь, зато весной горные потоки несли воду к подножьям, образуя бесчисленные водопады. В тайге, покрывающей склоны гор, жили лоси, кабаны, моралы, бурые медведи. Местные охотники издавна добывали там горностая, белку, лисицу и даже драгоценного соболя. Изредка встречались в горах изящная высоколапая рысь и неутомимая энергичная росомаха. Более красивого и благодатного места я в жизни не видел, признает Гумилев полвека спустя. В горах Хамар-Дабана уже тогда добывали слюду и лазурит, но ученые-геологи предполагали, что эти горы, одни из самых старых на земном шаре, гораздо богаче. Гумилева задачи экспедиции, кажется, вовсе не интересовали, хотя он добросовестно исполнял свои обязанности. Еще в поезде Лев познакомился с 20-летней Анной Дашковой. Если не считать несколько скупых фраз, которые можно извлечь из поздних интервью Гумилева, то ее воспоминания — единственный источник, по которому мы знаем о той экспедиции. Дашкова стала близкой подругой Гумилева. Он поддерживал с нею связь и после возвращения в Ленинград. Анна Дашкова находила Гумилева худым и физически неразвитым, без элементарной спортивной тренировки, молодым человеком, который носил сшитый не по росту плащ полувоенного вида, надевал под потертый пиджак выцветшую штормовку, обут он был в стоптанные кирзовые сапоги. Головной убор — черный картуз с надломленным козырьком. Поверх этого картуза, который будет служить Гумилеву еще не один год, он надевал накомарник. Зато 18-летний Лев был живым, общительным, воспитанным, образованным, начитанным, особенно в русской литературе, юношей. В поезде он охотно рассказывал Анне о своем детстве в Бежецке, о бабушке, читал стихи своего отца, благо Дашкова, дочь офицера, с детства знала о Николае Гумилеве. В экспедиционном лагере, на привале или у вечернего костра
Гумилев тоже любил поговорить. Вечером вокруг Гумилева собирались все, кто не оставался в палатке. Кажется, тогда впервые у Гумилева проявился дар рассказчика. Фантазия, как-то особенно правдиво выдававшаяся им за быль, была необыкновенно привлекательной и временами таинственной. Наблюдение, вне всякого сомнения, точное и чрезвычайно примечательное. При этом Гумилев уже тогда любил и умел спорить, а собственную точку зрения защищал как хороший солдат выгодную позицию. Тяготы жизни в палатке не пугали молодого льва. Экспедиция уходила на несколько дней в горы, где питаться приходилось консервами, и Дашкова вспоминала, как Гумилев, доставая очередную банку опостылевших шпрот, весело предлагал: «Вскроем, гадов!». Зато в базовом лагере на берегу Байкала питались знаменитым омулем, вкус которого не может забыть всякий, кто его хоть раз в жизни попробовал. Бесстрашие соединялось в молодом льве с упорством и своеволием. Презрев инструкции по технике безопасности, он один переходил вброд холодные и бурные горные реки. Всякий раз товарищи отправлялись вниз по течению ловить льва, но Гумилев самостоятельно выбирался на берег. Такое же бесстрашие он проявил, когда в одиночку нашел очаг лесного пожара и попытался его потушить. Неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы внезапный ливень не спас его вместе с горящей тайгой. Работать на Хамар-Дабане можно только летом. Первые заморозки там случаются в конце августа, а в сентябре в горах уже выпадает снег. В октябре устанавливается прочный снежный покров. В 1931 году прибайкальская экспедиция завершила свою работу, очевидно, уже в первых числах августа, и Лев с Анной вернулись в Ленинград, где продолжали встречаться, по крайней мере, до второй половины 1933 года. Датировать возвращение Гумилева началом августа позволяет письмо японскому филологу Кандзо Наруме. Гумилев написал его 18 августа 1931 года и отправил из детского царского села в Ленинград. Ахматова познакомилась с Наруме только 19 июня 1931 года, а Гумилев уже после своего возвращения, то есть в первой половине августа 1931. В Ленинграде Гумилев поселился у Льва Аренса, брата первой жены Николая Пунина, но бывал и у матери на Фонтанке, где, очевидно, и состоялся его разговор с Кандзо Наруме. Вскоре Гумилев уехал в детское село к знакомым Констанции Фридольфовны Лампе, племяннице его бабушки Анны Ивановны. Лев, кажется, старался использовать всякую возможность уйти из «гостеприимного», в кавычках, фонтанного дома. Позднее, из-за ссор с Пуниным, Гумилев иногда ночевал у Станюковичей, соседей по дому 34 на Фонтанке. Прибайкальская экспедиция оказалась не только первой, но и самой восточной в его жизни. Дальше, в Забайкалье и Монголию, ему не удастся проникнуть. Так уж сложится его жизнь. Зато опыт, приобретенный на берегах Байкала и склонах Хамар-Дабана, поможет ему и позднее, в Таджикистане, в Крыму, на Дону, Ангаре, Тереке, повсюду, где Гумилев будет трудиться с геологами или археологами. Начиная с 1931 года Гумилев будет отправляться в экспедиции практически каждое лето. Академик Колесник насчитает в карьере Гумилева 21 экспедиционный сезон. Вот список этих экспедиций. 1931. Прибайкальская геолого-разведочная. 1932. Таджикская комплексная. 1933. Крымская геологическая. Экспедиция четвертичной комиссии Геологического института Академии наук СССР. И в этом же сезоне экспедиция Симферопольского музея, раскопки пещеры Чекура. 1935. Манычская археологическая. 1936. Саркельская археологическая. 1943.
Хантайская геофизическая, 1943-1944, 2 сезона Нижнетунгусской геолого-разведочной, 1946-1947, 2 сезона Юго-Подольской археологической экспедиции, 1948, Горно-Алтайская археологическая, 1949, Волго-Донская, Саркельская археологическая, 1957, Ангарская археологическая, 1959-1963, 5 сезонов Астраханской археологической экспедиции, 1964, экспедиция под руководством почвоведа Александра Гавриловича Гаэля на реку Арчеда, низовье Дона, 1967, Кавказская этноархеологическая, Прибайкальская экспедиция, курсы коллекторов и опыт работы в геолого-разведочных партиях спасут Гумилева от гибели на общих работах в Норильском лагере, обеспечив сравнительно безопасное место геотехника. Но и этим не исчерпываются выгоды от, в общем-то, вынужденной работы геологом. Даже поверхностное знакомство с естествознанием повлияет на мировоззрение ученого. Создавая свою пассионарную теорию этногенеза, он будет ориентироваться на естественные науки, а этнологию попытается превратить в отрасль естествознания. Сейчас, зная биографию Гумилева, почти что выучив наизусть его книги, я не могу не задуматься над странными поворотами его судьбы, как будто чья-то воля вела его.